Инал Батуевич, здравствуйте. Приветствую вас. Приветствуем. Расскажите, как в Абхазии отмечает этот день освобождения Сухума, как сегодня воспринимается независимость республики, которую абхазцы отстояли в те годы, и как выстраиваются отношения с Грузией? Все-таки многие годы регионы были связаны. Приветствую еще раз вас и телезрителей. Действительно, сегодня у нас очень важная памятная дата, День освобождения нашей столицы. Сегодня по этому случаю проходят важные общественные мероприятия, возложения. Через 3 дня, 30 сентября, у нас будет День Победы и независимости. Поэтому это все такой символ победы в Отечественной войне народа Абхазии. Хочу сказать, что абхазский народ в страданиях и кровопролитной борьбе доказал свое право на независимость, на государственность. Прекрасно известно, я думаю, всем, что абхазская государственность, она тысячелетняя, и в Грузии тоже об этом прекрасно знают. Это очень важно. В связи с этим мы воспринимаем наше государство и нашу государственность сегодня в современных условиях как историческую справедливость. И мы очень благодарны Российской Федерации за то, что Россия поддерживает нашу государственность, наш суверенитет, нашу независимость. Это крайне важно. С Грузией у нас ситуация складывается следующим образом. У нас работает Женевская площадка. Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы. В связи с этим мы считаем, что Грузия должна его подписать, и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии. Вот буквально через неделю состоится Женевский раунд очередной, и мы уверены в том, что Грузия в очередной раз не подпишет соглашение о неприменении силы, что для нас, для абхазской стороны, является подтверждением того, что Грузия готовится к самым разным сценариям развития событий. Мы это прекрасно видим. Мы видим, как Грузия работает по наращиванию военного потенциала, работает с натовцами, проводит учения, закупает военные беспилотники, ударные беспилотники, разведывательные беспилотники. Мы это прекрасно видим. Я думаю, что страна, которая готовится к миру, так бы не поступала. Абхазия миролюбивая страна, мы готовы к диалогу, мы готовы к миру, но нам нужно соглашение. Инал Батуевич, известно, что недавно в Грузии, неподалеку от абхазско-грузинской государственной границы, прошла акция, которая была организована грузинскими активистами. Звучали призывы вернуть на территорию Абхазии грузинских беженцев. Вот на ваш взгляд, это какая-то попытка апеллировать к родственным узам, которые так, как бы то ни было, все-таки есть между двумя странами, либо это какая-то провокация? Вот как вы это восприняли? Безусловно, второй вариант. Мы никого никуда возвращать не собираемся, обсуждать мы это тоже не собираемся. И воспринимаем такие акции как провокацию. Причем, по нашей информации, американское посольство, которое располагается в Грузии, такая организация, как USAID, известная по всему миру своими разрушительными проектами, они курируют эту тему, курируют группу грузинских общественников, которые выступают с различными якобы мирными инициативами. На самом деле мы рассматриваем это как провокацию, и такие акции у нашей границы не способствуют делу укрепления мира и архитектуры безопасности в нашем регионе, поэтому мы это воспринимаем исключительно как провокацию. Вы сегодня в Москве встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Какие обсуждались вопросы, о чем договорились, как вы вообще оцениваете динамику развития сотрудничества Абхазии и России? Динамика у нас поступательная, очень много результатов на разных направлениях. У нас сегодня с Сергеем Викторовичем состоялись очень плодотворные консультации, дружеская встреча. Подписали соглашение о регулировании вопросов двойного гражданства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. По этому соглашению мы будем внедрять механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия, что имеет особое значение для наших людей, у которых нет российского паспорта. Мы очень благодарны российской стороне за конструктивный, результативный подход и за то, что мы добились этого результата. Кроме того, с Сергеем Викторовичем мы сегодня обсудили широкий круг других вопросов в направлении нашего двустороннего взаимодействия, обсудили международную ситуацию. У нас абсолютное понимание и совпадение
по ключевым событиям, которые сегодня происходят. Российская Федерация сегодня объявила вызов глобальной несправедливости, той самой мировой дисгармонии, которая сегодня происходит. Мы видим, как работают институты глобального управления, например, Организация Объединенных Наций, которая находится под влиянием коллективного Запада. Они не слышат голос малых народов, они этот голос не уважают и не признают. Мы видим сегодня, что Российская Федерация выстраивает новую систему международных отношений, где будут уважать права народов, их самобытность, их национальную культуру, историческую судьбу. И в Абхазии именно поэтому все поддерживают специальную военную операцию как первый шаг к новому миру. Инал Батуевич, но сейчас референдумы уже завершились в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях Запорожья и Херсонщины. Как в Абхазии воспринимают вообще сами референдумы и вот те новости, которые приходят оттуда? Вы знаете, мы по поручению главы нашего государства Аслана Георгиевича Бжаня внимательно, разумеется, следим, осуществляем мониторинг того, что происходит сегодня. Могу сказать коротко, что мы с пониманием и с уважением относимся к тому, что сегодня люди, проживающие в этих регионах, не согласны с неонацистскими подходами киевского режима. Они не хотят жить в этом государстве, и мы это прекрасно понимаем. К огромному сожалению, украинская власть выстраивает совершенно неправильную стратегию, неправильные подходы и отторгает своих же людей, своих же граждан и, разумеется, свои территории. И мы сегодня видим, как люди в самом начале на Донбассе бросили вызов неонацистам. Рядом с ними стоят сегодня абхазские добровольцы, которые взяли в руки оружие и сражаются вместе со своими братьями, друзьями на Донбассе, потому что для нас это не пустой звук. У нас была освободительная война, и наши люди прекрасно знают, что такое свобода, свобода жизни, свобода волеизъявления. И сегодня эти люди, наши ребята, стоят как добровольцы вместе со своими друзьями и братьями на Донбассе. Это очень важно, это очень ценно и показывает наше ценностное мировоззренческое единство. Инал Батуевич, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Я напомню, на прямой связи с нами был министр иностранных дел Абхазии Инал Ардинба.